У мяне аўдыторыя невялікая, але мне пишут люди з Літвы, з Злучаных Штатаў Амерыкі, з Польшчы, з пытаннем, што у вас адбываецца. Я кажу, дзе? У полку. Занимался угонами сельхозтехники. Жерар Барыга. Со склада продаю оружие там грузовиками. Вот. Оружейный барон. Да. Вітаю, спадарства. Вы на канале Лахвич, і сёння хочу вас пазнаёміць са сваім побратимам, якога завуць Саня, пазыўны Жерар. Дарова. Вітаю, вітаю. Дзякуй, што пагадзіўся на інтэрв'ю, якое больш будзе падобна на сяброўскую размову. Ну і давай пачнем з таго, як мы з табой пазнаёмілись. Пазнаёмілись мы на пачатак паўнамаштабнай вайны ў Польшчы, і вось якім чынам ты туды потрапіў? Ну, когда началась война, мы с ребятами собрались здесь, в диаспоре Ирпене, Буча, у меня дома. У нас был, скажем так, план. Вот. Часть ребят пошло записываться в ТРО, а у меня задача была вывести девушек и моих котиков за границу. Вот. После того, как я их вывез за границу, приехал к вам. Это, по-моему, было 26 числа. И в последующем мы вместе, собственно говоря, пытались добиться разрешения на въезд в Украину. Так, добра. Значит, у тебя была такая важная миссия вывести девчат, вывести котиков. Але на той час ты уже был у Ірпеня. Расскажи вось про свои пачуцці вось першы день войны, як ён пачаўся и ну, твое отчуванне. За минут 5-10 до начала бомбежки я лежал в кровати, проснулся, с открытыми глазами лежал, начинаю слышать первые взрывы, я подрываюсь, начинаю смотреть в интернете, там, действительно там сразу новости посыпались просто рекой, вертолеты начали летать над моим домом, и побежал всех будить ребят, которые спали, вот, все на панике, что, куда, чего. Вот. Ну, скажем так, по прохождению нескольких часов собрались, и каждый поехал по намеченному плану, как изначально у нас было запланировано. Добре, що був план, тобто усе ж таку чекали, що буде війна, чи просто рихтовались? Мы, скажем так, верили в то, что войны не будет, но все равно заготовили еду и воду на всякий случай. Да, зрозуміло. Так, я почув, що ти був у Ірпені на початок повномасштабної війни, але ж ти білорус, а ось як ти ввогуле приїхав в Україну? В 2020 году принимал участие в митингах, неоднократно, скажем так, садили меня по народной статье, давали сутки, а в последующем просто, когда на меня завели уголовное дело и хотели на более длительный срок посадить, я, скажем так, вовремя успел смотаться. Вот, сначала выехал в Россию, потому что это легче всего было. Вот, то есть я вышел с тюрьмы и в этот же день фактически и уехал. В России, в Питере пробыл где-то примерно 3-3,5 месяца и потом уехал в Украину. По приезду в Украину жил у ребят на кухне, на диванчике, вот, пока не нашел квартиру. Когда нашел квартиру здесь в Ірпені, переехал в Ірпень и устроился на СТО работать кузовщиком. Цікаво. Як і шмат беларусаў, прымусовая такая эміграцыя. Ну, я сам такі ж самы. Ось, добра, слухай, вось у Беларусі займаўся пратэстамі, ва Ўкраіне знайшоў прытулак, ужо больш-менш спакойнае жыццё, тут пачынаецца вайна. Выязджаеш у Польшчу з важнай місіяй, вывозіш дзяўчат, котикаў, але павяртаешься. А вось што тебе падштурхоўвала павярнуцца на вайну? На самом деле это было решение тяжелое, так как страх все-таки присутствовал. Во-первых, ехал на войну, плюс еще ехал неизвестно, ну, вообще что, как, чего. Много было непонимания, что, куда вообще едешь. Ну, если помнишь мою фразу, только я могу сделать то, что могу сделать я. Вот. Было принято решение вернуться. Но оно было принято решение практически сразу, как я въехал в Польшу. Поэтому искал просто возможности вернуться обратно.
Зрозуміло. Так, а думки які були? Ось, що ти хотів зробити? Я не знаю, просто понимал, что я здесь нужен. Зрозумів. У мене так само, я їхав на емоціях, я відчував сором, вину за те, що наша країна окупована, з нашої країни летять ракети. Ми намагалися, виходили з протестами, але не додавили. Ну нічого, робимо виснови, з минувщини ми зробимо лепшою будучиню. Добре, як склався твій шлях далі? Ось ти потрапив у підрозділ, ми з тобою у різних підрозділах були. І От початку, да, потім вместе. Так. Ні, спочатку разом, потім ми по різних розійшлись. Можеш розказати які-небудь жудасні, такі страшні моменти війни, або наоборот, що моцно на тебе повпливало, що ти, тим, чим ти можеш поділитися? Ось менавіта бойові діяння. Ну, наверное, самое страшное, то, что вот на меня произвело впечатление, это в Торском после наступления, когда наши ребята откинули орков от реки. Вот, мы туда зашли. Было много очень тел орков, но они при отступлении там подорвали свиноферму. Вот, и свиньи разбежались. И наблюдать было картину, как стаи свиней едят трупы орков. Это было, конечно... Я сподіваюся, YouTube не закриє канал гэтае відео з такими розмовами. Але я навіть уявляти такое не хочу. Ведаєш, я одразу згадав фільм «Спиздили». Ось там, де свині сожрут то, що не доїдять собаки. І воно так і є. Мені Волколак скидав відео, там, де собака їла. Ось, хорошего русского. Ладно, жудосно насамрэч. От них остаются маленькие кусочки Все, костей. Это лепей для телеграм-канала. Ось, може, нейкія ёсць так само цікавыя, але больш такі радасныя моменты жыцця на войне? Да, на самом деле служба – это смесь, грубо говоря, позитива и войны. Ну, пристосовываешься, это такое житё. Если в депрессии быть постоянно, то не сможешь выполнять задачи, потому что это очень сильно уплывает на моральный дух. А у нас на начало войны у всех ребят был моральный дух на высоте и желание делать хороших русских было очень сильно. Так, з полымем у вачах, з шчырым сэрцам сюды ехалі менавіта дзеля таго, каб дапамагаць братам украінцам, каб вось, за сябе скажу, той сорам і віна адышлі, таму што наша краіна прасрана, але прагнем тым, каб Беларусь была вольнай і імкнемся. Слухай, будзе такое пытанне. Вось ты мне паказваў скрыньку. Я з вялікім такой зацікаўленасцю, задавальненнем паглядзеў. А ты можаш троху вось на камеру распавесці, што гэта за прыблуды такія? Это, скажем так... Мы потом отфоткаем, каб яно якасней было. А так, коробочка с моими личными трофеями. Тут вот есть один шеврончик. Я его нашел, скажем так, в лесах под Лозовом. Вот. Но это уже после окончания там боев, то есть мы туда заходили просто, скажем так, посмотреть там, что осталось от русских. Вот это вот все остальное, это с одного, скажем так, с одной задачи. Вот. Это там получилось, что я с ребятами ходил на штурм Благодатовки. Вот. И во второй волне мы шли. Моя задача была просто помогать ребятам нести БК, вот, но я нес с собой РПГ-7 и для него кабачки. И когда от ребят-штурмовиков с первой волны поступил сигнал о том, что надо дозачистить блиндаж, вот, мы заскочили в окопы. Вот, у меня был заряжен РПГ-7, я вылез на бруствер, сделал выстрел. Страх был жуткий, просто было очень страшно. Я упал на землю, начал сползать в окоп, а ребята, украинцы, уже протягивали мне второй снаряд.
Вот. И было страшно опозориться перед ними, поэтому я взял этот снаряд, зарядил его и сделал второй и третий выстрел. После того, как обвалился край блиндажа, обвалился, мы туда зашли, там было 4 хороших русских. Вот. И, собственно говоря, это вот с них. Вот. Ну, это ми зараз з ними можемо, з ними фотоздимочки зробимо. Дякую, слухай, фу, не ведаю, можна навіть позайздростити, але немає тут чому зайздростити. Видатно. Єдине, що хочу підкреслити, насамрэч, коли їхав на війну, я так само, такий, напевно, самий моцний жах, гэта не обосратися перед побратимами, не виконати задачу. Тому, господарство, хто жадає зараз приїхати у підрозділ, хто хоче потрапити на війну, захищати неньку, то я вам скажу так, по своїм досвіді, от Жерар каже, що як би страшно не було, але виконується задача. Тому не хвалюйтесь, коли страшно, це нормальово, страх – це нормальово. Але тут усе ось відбувається, як має бути. Ну, на самом деле, страх, скажем так, обосраться перед друзьями намного выше страха того же самой смерти. Підтверджую. Добре. Так, видатно, кльова розмова, але, ведаєш, не може бути усе так лайтово, веселково, радужно. Може, які перешкоди були у тебе? Так, относно, ну, скажем так, в определенный какой-то момент, когда мы еще были на задаче под Николаевым Календорфе, там еще участвовал в этой задаче совместно с Волотом, с Брестом, там, где погиб Волот, с ребятами остальными. По, скажем так, результатам этой задачи уже тогда были вопросы по снабжению к полку Костуся Калиновского, к штабу непосредственно. Вот, потом, которые вроде как разрешились, образовался батальон «Волод». Вот, в последующем, как противовес батальону «Волод», появился батальон «Террор», вот, который не оправдал надежды штаба и не стал, скажем так, лояльным к ним. Лояльным к ним не стал по причине того, что, опять же, слухов, определенных там манипуляций, скажем так, которые приводили к подрыву непосредственно морального духа бойцов, как батальона «Волод», так и батальона «Террор». По прохождению какого-то времени я стал заниматься, скажем так, техразведкой, то есть я ездил по фронту, по позициям орков и собирал брошенные БК, собирал технику. Вот. В принципе, получалось неплохо. Были некоторые задачи, которые были, ну, на грані. Ось це новий підрозділ, який навіть я на своєму каналі позначав, «Білий тур», так? Ось, і ти... Не, он был просто «Тур» назывался. А, «Тур», пробач. Нет, это еще было до создания «Тура». Это я занимался этим один, то есть, ну, крайне тяжело было, но что мог, то делал. Вот, в последующем, когда образовался «Тур», скажем, механизированное подразделение техразведки, вот, как бы дело уже пошло намного лучше. То есть у меня там было в подразделении 7 человек, ребят, которые, скажем так, с горящими глазами, по несколько месяцев без воды, без мытья, просто в грязи жили. Вот, но это все понимали, что это на благое дело, и поэтому мы делали свою работу. Ну, на протяжении где-то в районе 6-7 месяцев мы смогли добиться очень больших результатов, смогли затрофеить и 2 танка, и БМП, и 4 штуки, и смогли затрофеить гаубицу, и смогли насобирать БК. Там, Мстаб-Б, так? Мстаб-Б. Я її бачив. Да. Вот, смогли затрофеить просто большое количество БК. Вот. Также было пару задач, которые были реально на грани суицида. Мы смогли вытащить одну рапиру, которая находилась примерно где-то в
150 метрах от пидорских позиций. Вот. Также мы... Т-30, так? Нет, это тропира. Ага. Вот. Д-30 мы нашли уже на брошенных позициях, когда уже наша линия обороны сместилась. Зрозуміло, тобто я ось гэта, я перапытваю, тому що я гэтыя рэчы бачыў, а дзе танкі? Вось ты кажаш, танкі там 2 штукі БМП. А я в танке. Позиции орковские. И вот тут такого красавца нашли. Покажись. Будем откармливать. Танки, БМП – это как раз-таки больная тема. Когда наше подразделение начало набирать мощь, то есть у нас действительно появилась техника, у меня появились знакомые, друзья обратились ко мне, как хотели помочь, помогали финансово, помогали вещами, и мы решили, что мы будем стараться максимально заниматься своей работой и не зависеть от штаба полка. Мы не брали там, практически ресурсов полка не использовали вообще. То есть инструмент покупали за свои деньги, машины покупали за свои деньги, либо за деньги, которые, собственно говоря, ребята, мои друзья нам донатили. Вот. Один из моих товарищей, довольно-таки богатый человек, он прислал мне мою зарплату, которую мне должен был на протяжении 3 лет. Там 30 тысяч долга висело. И плюс еще сверху накинул 70 тысяч как на развитие подразделения. Об этом, соответственно, узнал штаб полка. Приехал Ваниш Артем и попросил меня, скажем так, скинуть 15-10 тысяч на карточку, якобы на развитие подразделения. Но так как я перед человеком должен был отчитаться за эти деньги, и Воничу я сказал, что все эти деньги, они пойдут на развитие подразделения, за эти деньги был куплен бензовоз в Скане, очень хороший, 2014 года. Был куплен грузовик с тралом, был куплен трал с тягачом дополнительно. Кстати, зачем собирают сейчас в очередной раз на трал с тягачом штабик, я не имею понятия, потому что трал с тягачом он есть. Если надо, могу прикрепить фотографии его. Зрозуміло. Добре, так, а перешкоди які? Я зрозумів, ось тут... Потом, после того, как ребята обратились ко мне с предложением приобрести что-то грандиозное, что вот нашему подразделению бы просто очень необходимо. Я сказал, что нам нужен автокран на 110 тонн. Через пару дней они скинули фотографии автокрана. Там военно-армейский автокран новый, то есть его под заказ только делают. Он полностью бронированная кабина, все. Он стоил $1 100 000. Я пошел и в штаб, собственно говоря, с этой новостью для того, чтобы его как-то в последующем оформить. После того, как штабик про это узнал, Вонич Артем, Ваниш, предложил мне приобрести автокран за 700-750 тысяч, а $500 000 поделить, на что я отказался. И после этого на наше подразделение, на нашу базу, у нас была отдельная база, начали приходить анонимные доносы о том, что мы бандиты, занимаемся распилом техники на металлолом и тому подобное. Когда прошла проверка, соответственно, что это не подтвердилось, собственно говоря, я принял решение отходить от полка Костуся Калиновского, то есть оставаться в части подразделения, то есть взаимодействовать с бойцами, с батальоном Волотом, Литвин, но не быть
подчиненным полка Костуся Калиновского. Задача у нас была такая, что, ну, как мы вот видели это, что мы трофеем технику, ремонтируем ее, обучаем ребят из батальона «Волк» либо батальона «Литвин», передаем эту технику им, мы им помогаем ее транспортировать, помогаем заправлять, в случае поломки забираем и ремонтируем и передаем снова. Вот, но у штаба было на технику свое видение, они сразу же закинули через посредников о продаже танка, вот, после чего определенная сумма там была, 120 тысяч, они хотели продать его за 120 тысяч. Вот, после чего я стал бить тревогу, ходить по всем кабинетам, ходить в 10-й департамент. Технику как бы отстояли, вроде как бы ее должны сейчас поставить на баланс. То есть она уже официально будет обликована, хотя за полгода штаб не потрудился этим заниматься. Видимо, у них планы были другие на эту технику. Гляди, я побачив яшчэ твоє інтерв'ю на радіо Європа. Ти там будемав питання крана, сайта, тобто у тебе, ведаеш, ёсць пытанні да кіраўніцтва штаба, так? Ну да, восень. Ось. І, ну, ты ж разумееш, што гэта сур'ёзная прад'ява, што гэта заява. У тебя ёсць доказы нейкія там? Так, по сайту я предоставил уже доказательства еще на Еврорадио о том, что как штабик врет, просто смотря в лица бойцов и как они врали им, что сайт якобы взломал КГБ, о том, что якобы они пытались там со мной договариваться, но ничего такого не было. О том, что я буду блокировать именно счета полка Костуся Калиновского на своем сайте, они были предупреждены за 1,5 месяца. Я им выдвинул условия, при которых, собственно говоря, я продолжат эти счета быть. Было 2 условия. Первое условие – это чтобы они предоставили финансовый отчет, который они обещали год назад и который так и никому не предоставили. И возврат денег, потраченных лично моих, которые были с продажи СТО и с накоплений. Вот. По рапортам. Рапорта, которые я, собственно говоря, писал по затратам, лежат в штабе. Я зразумеў. Слухай, вось я прыехаў да цябе, я паглядзеў гэтае інтэрв'ю, я прыехаў да цябе, я бачу, што ты сабе не знаходзіш месца, што ёсць нейкія пытанні, што трэба іх вырашаць. Напрыклад, у мяне прапанова такая, што вось у цябе ёсць даказальная база, што ты не галасловен, што ты выходзіш у СМІ і з сур'ёзнымі прад'явамі. Я ведаю, што у палка ёсць медыаслужба, і чаму б не зрабіць дэбаты? Вось, напрыклад, запрасіць цябе, хто там яшчэ, Аўгуст, Барсук, хто яшчэ, ты людзі, якія знаходзяцца ва ўкраіне, запрасіць іх за стол, і, напрыклад, той жа, да каго ў цябе ёсць пытанне таго чалавека, Ваніш, так, Ваніша, там, хто яшчэ. Они не смогут на них ответить, они по своей привычке начнут просто лгать. То, что они врут, они просто вынуждены врать, потому что они уже не помнят, где они что говорили. Поэтому любое слово, любое их заявление – это сплошная ложь. Ну, все ж таки я бачу выйсце ў тым, што калі у іх ёсць нейкая свая праўда ці даказальніцтвы, то няхай бы такая палеміка і была, такія дэбаты. З другога боку… Ну, их правда какая? Просто написать в интернете, что Жерар занимался угонами сельхозтехники. Жерар Барыга, да, меняла, я такое чул, плётки. Да, то, что я там со склада продаю оружие там грузовиками. Вот. Оружейный барон. Да, и вообще Барыга. Ну, вообще Барыга – это человек, который занимается зарабатыванием денег, то есть на свое благосостояние. Ну, в отличие от штаба полка Костуся Калиновского, у меня нету ни хорошей машины, нету своей квартиры в центре Киева, не строю дом на окраине Киева.
Добра, ось глядзі, у мяне была прапанова такая, што ну калі пагадзіцца кіраўніцтва палка, менавіта тыя людзі, да якіх ёсць прад'явы, каб зрабіць гэтыя дэбаты. Альбо вось як ты бачыш выйсце ось у гэтай праблемы. Ты кажаш, што яны не пойдуць на дэбаты. А тады а што рабіць? Як вырашыць тое пытанне, якое навісла ў паветры? І я шчыра скажу, што таксама у мяне аўдыторыя невялікая, але мне пішуць людзі з Літвы, з Злучаных Штатаў Амерыкі, з Польшчы, з пытаннем, што ў вас адбываецца. Я кажу, дзе? У палку. Так я кажу, так я ж у батальёне, я ж звычайна на накірунку. Мне пашчасціла прыехаць тады, калі быў жывы Волат, Брэст, і мы адразу паехалі на накірунак. Тое, што адбываецца, я чуў гэтыя плёткі. І тут я ўжо бачу, што дайшло да майго сябра, якому, ну, я веру, да, я давяраю. І вось, ну, тым больш, што ты кажаш, даказальная база ёсць. Так, а як вырашыць гэтае пытанне? Вось, ну, я считаю так, что все вот эти вот доказательства в первую очередь должны пойти в командование, вот, для того, чтобы командование приняло решение об увольнении этих недобросовестных людей, которые... А яких? Вы столько про Ваніша сказал? Ваниш, Демиденко Микола, правда, есть только один пунктик по... Ну ладно, ось два, да? Потому ну что... да, начнем, как говорится, начнем с главных, а все остальное уже отвалится. Зразумела, до двух есть претензий. И далее, як бачиш, ну, выйстя? После того, как они будут уволены из вооруженных сил, я думаю, что тогда люди, белорусы, которые донатили, вправе получить эти доказательства. Правоздачу, так? Так. А хто покаже? Ты готовы занять гэтую посаду? Не. Ось. А калі кажешь, то пропонуй. Я думаю, что в полку достаточно много людей, которые достойны того, чтобы занять... Например? Дэн, Волколак, Белорус, Дядька, все достойные люди, которые могут... Я зараз перелічив. Так, насамрэч, Дэн штурмовик, человек, який мал військовый досвід до войны. За время моего, скажем так, боевого опыта я проехал практически все самые горячие места Украины. Мы воевали, вели действия разведывательные, штурмовые, практически по всем горячим местам Украины, во всех областях. Единственное, у меня был перерыв 1 месяц, это после ранения. Вот. А всего мне уже, скажем так, везет 4 раза. Волколак, чоловік, який має просто уже колосальний досвід військовий. Я думаю, що війна мене не змінила. Я як застався білоруським націоналістом, так і застався. Ну, ось. Я вірю, що вольна Білорусь буде. Да яго стаўлення, ён аўтарытэтны чалавек, ён займаўся палітыкай да вайны, насамрэч, а чаму б і не беларус, чалавек, які прыехаў у 14-м годзе і да гэтага часу змагаецца. Я не буду лицемірити, скажу відверто, що білоруси тут виборюють свою свободу. Ми воюємо за нашу і вашу свободу. Дядька, з дядькам ехалі разом, гэта чалавек... Олимпийский чемпион, между прочим. Спартовец. Майстер спорту міжнародного класу по академічному веслуванню Республіки Білорусь, удзельнік олімпійських гульняў, багаторазовий чемпіон світу і Європи по змаганнях на гребному тренажері «Концепт-2», рекордсмен. Зараз я Павел, дядька Шурмей, боец полка ім'я Костуся Каліновського, білоруських доброахвотників, який змагається в Україні разом з українцями супроць російської агресії. Насамрэч хапае людзей, адзінае, што каб яны пагадзіліся. Так. Я думаю, что когда сменится руководство полка и проведется действительно нормальный, достойный аудит, проведутся подсчет склада, я думаю, что всплывет намного больше, и на основании вот этих вот аудитов можно будет уже тогда обратиться в суд по поводу... Я зразумеў, пачуў, слухай. Решение должностных. Я думаў, мы з табой зробім інтэрв'ю, дзе мы раскрываем цябе як асобу. Мы пачалі там ось з беларускіх пратэстаў, што было ў Ірпені.
прыехаў на вайну, а мы вось паднялі такія пытанні, але важлівыя, шчыра скажу, што яны завіслі ў паветры і трэба іх вырашаць. Альбо дэбаты, ну калі не пагадзяцца, калі не мае што сказаць, то можа быць насамрэч змена. Гэта будзе наш крок у развіцці. Тобто мы зараз стаім на месцы і ну мне падаецца, што гэты варыянт, калі будзе даказальная база, калі будзе разбіральніцтва, то можа быць. Мы з табой разгледзелі два варыянты, як па мне, якія могуць спрацаваць. Людзі, да якіх у цябе ёсць прэтэнзіі, да якіх ёсць прад'явы, каб яны зрабілі праз медыаслужбу дэбаты і запрасілі тых людзей, у якіх насамрэч ёсць пытанні. Па-другое, змяніць кіраўніцтва палка на ось, людзей, якіх мы сёння ўжо узгадалі, і шчыра скажу, аўтарытэтныя людзі. Намного аўтарытэтней, чым нынешнія. Можа быць і так. Вось, гаспадарства, што вы думаеце, калі ласка, пішыце ў каментарах. І яшчэ, вось Жара кажа, ёсць даказальная база. Давайте так, вось, калі вам спадабаўся такі контент, мы можам зрабіць, мы ж можам яшчэ одно інтэрв'ю зрабіць. Так. З паперамі ўсімі там, і каб гэта не было галаслоўна. Добра, дзякуй. І давай вось тады ўжо такія пытанні. Мы з табой абмеркавалі мінуўшчыну, мы закранулі Нынешнія. Так, што на сённяшні дзень адбываецца. А як ты бачыш будучыню? Вось што бы ты хацеў сказаць беларусам? Белорусам, держитесь. Надеюсь, что мы скоро, скажем так, избавимся от гниющей плоти вот этих вот бандитов, воров, мошенников, как они любят это на меня называть, но на самом деле они сами такими являются. Вот. И думаю, что подразделение полка Костуся Калиновского буквально там за пару месяцев после скажем так, когда уберут эту всю падаль и гниль, через пару месяцев я думаю, что вы не узнаете это подразделение. Оно будет, во-первых, и большиться, и качество выполняемых задач, и качество вообще всего подразделения вырастет в разы. Бачу, як тебе турбуе вось гэта, што за будучыню, і ты вось такую будучыню, што трэба мяняць, і гэтыя змены правядуць нас да поспеху. Аналогию приведу. Если не менять руководство, будет то же самое, как и в Беларуси. У нас руководство никто не менял, и до чего это привело? Ну тут да, такі прыклад весомы. А командование полка идет именно по принципу Лукашенко. Они врут постоянно, просто вот как Лукашенко. Они закрывают свободу слова, они закрывают комментарии в своих каналах, они удаляют комментарии в своих каналах, они на любую критику сразу же начинают говорить, что наркоманы, проститутки, алкоголики, ну, в моем случае еще и барыга, да. Вот. Так, добро, поэтому добро. риторика штаба полка Костуся Калиновского, она один в один под копирку Лукашенко. Вось ты кажаш штаб гэта як штосьці асобнае, у тебе толькі да штаба пред'явы, так? Я скажу так, что 95% всех хлопцев и девчат, которые находятся в полку Костуся Калиновского, это истинные патриоты Беларуси, которые воюют, которые занимаются делом. Но, к сожалению, из-за того, что они заняты, они не могут видеть, скажем так, Зразумел. всей проблемы. Таму спадарства, долучайтеся Пример да... тот же самый ты. Ты пока был на направлении, ты про это и... Я і не думаў, я і зараз бы не думаў просто, што навісла ў паветры вось гэтае пытанне, якое трэба вырашаць. А мы зараз разглядаем, вы ж яго не вырашылі, мы просто разглядаем. А вы, спадарства, калі ласка, напішыце, пашырайце відэо, напішыце ў каментарах, ці варта такое рабіць. І мы зробім яшчэ
паўторнае інтэрв'ю, толькі ўжо з даказальнай базай. Усё мы не можам ад гэтага вось пытання адысці, таму што яно важлівае. Добра, вось у меня было пытанне, як ты бачыш будучыню без кепскіх людзей. Ось. А у глобальным пляне, як ты бачыш вось Беларусь, якая павінна быць там парламенцкая, прэзідэнцкая ці... Я думаю, что демократическая самое в первую очередь главное. Если она будет демократическая, парламентская, демократическая, президентская, это не важно. Главное, чтобы она была демократическая. Зразумела. То есть сменяемость власти, главенство права – это самое основное. Ну і напрыканцы, я думаю, што вось мы ўсё ж таку казалі пра полк імя Кастуся Каліноўскага. Гэта насамрэч баявая структура, куды ўваходзяць лепшыя беларусы, таму, калі ласка, далучайцесь, якія б перашкоды не былі, усё вырашальна. Галоўнае, што не хаваць гэтае пытанне, не забіваць на гэтае пытанне, а падымаць і вырашаць гэтае пытанне. Я ўпэўнены, што ў нас усё атрымаецца. Апошняе пытанне, можа, ты яшчэ щось хацела сказаць там пра набалеўшча, альбо нейкая там яскравы момант свайго жыцця. Вось, ну, што на сённяшні дзень Нет, я хотел только сказать всем белорусам, людям, которые верят в полк Кастуся Калиновского, вы верьте в людей, которые находятся в полку Кастуся Калиновского. Не надо верить в штаб полка Кастуся Калиновского. На данный момент штаб себя дискредитировал по самое не могу. Верьте в людей, потому что самые, скажем так, элита нашей нации, она сидит не в штабе, она сидит в окопах. Падтрымліваю і працягну тым, што пры вызваленні Беларусі спатрэбяцца ўсе і кожны, тыя, хто ваююць зараз ва ўкраіне, тыя, хто з'ехалі і рыхтуюцца ў Польшчы, Чэхіі, Літве, тыя, хто данацяць, тыя, хто знаходзяцца ў Беларусі. У нас агульны вораг, у нас агульная на ўсіх перамога, якая наперадзе. Мы прайшлі ўжо доўгі шлях, але гэты шлях працягваецца, і мы пройдзем яго разам. Да перамогі разам. Слава Украіне! Героям слава! Жыве Беларусь! Жыве вечна! Дзякуй за інтэрв'ю, дзякуй за размову. Цісні!